Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Девиз председательства нашей Республики Таджикистан в Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в сентябре текущего года в Душанбе, 20 лет ШОС «Сотрудничество во имя стабильности и процветания». При этом главными целями председательства являются укрепление дружбы и добрососедства между государствами, членами ШОС, дальнейшее развитие шанхайского духа, поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, ну и непосредственно культурно-гуманитарной сферах. В стране проходят мероприятия в рамках ШОС под председательством таджикской страны. Так, в Душанбе состоялось 6-е заседание министров сельского хозяйства государств-членов ШОС в формате видеоконференции. Тему продолжит мой коллега Карим Хайдар. В городе Душанбе в соответствии с основным планом действий правительства Республики Таджикистан в Шанхайской организации сотрудничества на 2020-2021 годы прошло 6-е заседание министров сельского хозяйства государств, членов ШОС. В заседании в онлайн-режиме приняли участие руководители структур по продовольственной безопасности, ветеринарии, фитосанитарной и карантинной защите растений. Были обсуждены вопросы продовольственной безопасности в период распространения COVID-19, поддержки совместного проекта глав государств ШОС по продовольственной безопасности, утверждение концепции создания демонстрационной базы ШОС для обмена и изучения сельскохозяйственных технологий и утверждение плана практического исполнения меморандума между уполномоченными органами стран-членов ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и контроля над транснациональными эпизоотическими заболеваниями. Было также отмечено, что коронавирусная инфекция повлияла на систему продовольствия во всем мире, в том числе в регионе ШОС. В связи с этим правительством Республики Таджикистан приняты меры для уменьшения негативного воздействия, а также предусмотрены льготы земледельцам по полному обеспечению продовольственной безопасности. Руководители делегации утвердили концепцию создания демонстрационной базы ШОС по обмену и изучению сельскохозяйственных технологий, приветствовали ее издание во взаимовыгодных направлениях на добровольных и равноправных принципах. Карим Хайдар, Максади Максад, Новости. Наряду с выращиванием различных огородных культур, садоводством и животноводством в стране немаловажное значение имеет и картофелеводство. Так, в хозяйствах страны увеличиваются показатели в этой отрасли, расширяются площади подсев картофеля и повышается урожайность этой важной сельхозкультуры. В районах, где вода, почва и климат благоприятны для выращивания картофеля, хозяйственники прилагают усилия для рационального использования сельхозугодий, приусадебных участков, личных подсобных хозяйств, приусадебных участках при предприятиях и учреждениях, использование семян в соответствии с климатом района, соблюдение агротехнических правил, направляет свой опыт и знания на увеличение объема производства картофеля, именуемого в народе вторым хлебом. Опытные хозяйственники городов и районов Сагдийской области достигли значительных производственных результатов во всех отраслях сельского хозяйства и вносят ценный вклад в достижение одной из стратегических целей государства – продовольственной безопасности. Дихканские хозяйства, население городов и районов Диваштич, Пенжикент, Кухистони-Масчох, Истаравшан, Шахристан и Исфара играют ключевую роль в увеличении производства картофеля. Производимый в этих районах картофель чист с экологической точки зрения, отличается питательными свойствами. Увеличение объема производства картофеля во многом достигается благодаря знаниям и богатому опыту хозяйственников, соблюдению агротехники и использованию высокоурожайных сортов семян. В земледельческих хозяйствах при севе и выращивании картофеля принимаются во внимание советы и рекомендации таджикских ученых-селекционеров. В городах и районах Сагдийской области за последние 5 лет площади подсев и выращивания картофеля увеличились с 16 гектаров в 2017 году до 23 140 гектаров в 2020 году. В текущем году картофель будет выращиваться на площади 25,5 гектаров. В последние годы в ряде городов и районов области налажены посадка и выращивание раннего картофеля, что также позволит увеличить объем производства.
За первые 6 месяцев текущего года за счет раннего сева в области произведено 43 190 тонн картофеля, что на 7 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наряду с этим рациональное использование приусадебных участков и земель личного подсобного хозяйства, президентских земель, также является фактором высокой урожайности картофеля. Труженики дихканских хозяйств, соблюдая все агротехнические мероприятия, стараются эффективно использовать каждый клочок земли. Хозяйственники Зафарабадского района, проводя повторный сев, достигают высоких результатов в сборе урожая, тем самым насыщая внутренний рынок свежей сельскохозяйственной продукции и получая при этом хороший доход. Трудолюбивые земледельцы Зафарабадского района знают, как обращаться с землей, чтобы получить максимальный урожай. Но из-за нехватки воды местные фермеры испытывали трудности. При финансовой поддержке филиала исполнительного комитета Фонда спасения Арала в Республике Таджикистан в Джамуате Алиев был установлен трансформатор, благодаря которому обеспечены поливной водой 13 гектаров дихканского хозяйства Джавшан, 22 гектара земель государственного учреждения Искандар-Кул исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и 5,5 гектаров участков земли дихканского хозяйства Хордур-Кипчак. Благодаря данной инициативе обеспечены работой 80 местных жителей. Используя современное оборудование, опытные земледельцы Зафарабадского района производят необходимую обработку почвы, используют семена, адаптированные к нашему климату, соблюдая режим полива и другие агротехнические мероприятия. Собрав 2 урожая со своих земель, уже произвели 3-й сев. Таким образом, хозяйственники реализуют указания лидера нации президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, насыщая рынок страны свежей сельскохозяйственной продукцией. При этом и сами получают хороший доход. При поддержке руководства филиала исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан был установлен трансформатор. В результате мы решили проблемы, связанные с поливной водой. Теперь осуществляется эффективное орошение земель, а это, в свою очередь, добротный урожай. Зумрат Файзиева, Алишер Нигматов, Максади Максат. Новости. Наш выпуск завершен. Спасибо за внимание.